Ассаламу алейкум. Мы сегодня по адресу Бызова, 18, в семье Кирбаба у девочки Вероники. Здравствуй. Сколько Веронике годиков? Сколько лет? Уже 13,5. Родилась она 8-месячной. В принципе, сначала все вроде как было хорошо, а потом резко реанимация, больничная инфекция, 4 месяца в больнице и операция на мозг не одна. Я прошу прощения, какая это инфекция? Как? У нас было шунтирование и типичная больничная кишечная инфекция просто, получается, попала в мозг. Заражение мозга, менингит и, соответственно, результаты, собственно. 13 лет едим через все протертое, смеси. Узнает только меня, в принципе. Она чувствует, она видит? Она тактильная, она видит очень плохо, слышит тоже. То есть у нас только тактильные прикосновения. Голоса она слышит, да, но так, непонятно, насколько она узнает. Чувствует? Чувствует, да. Чувствует, Если я захожу в комнату, она знает, что я зашла, даже если я ее не трогаю, то есть она это понимает. Как-то знает. Мы живем с бабушкой. Бабушка еще есть? Да, бабушка помогает. Как моя уж, мама, да. Бабушка, как без бабушки. Что делаем весь день, целый день, чем занимаемся? По-разному. На улицу ходим, когда погода позволяет. Сейчас, конечно, там снег, на коляске тяжело, но гуляем, То занимаемся. есть на коляску можно посадить? Да, конечно, она очень любит гулять. Летом часами просто домой заходить не хочет. Она маленькая была, не любила, а сейчас наоборот очень любит. Это все равно у них какое-то смена обстановки, движение, какое-то новые ощущения. Для них это очень важно. Поэтому гулять мы любим. Хорошо. Какие-то занятия, может быть, какое-то развитие, может быть, наперед дальше? Мы занимаемся, результатов практически нет, но стараемся. То есть она лежачая, да, получается? Она лежачая. Но лежать не даете вы ей, значит? Нет, покой ей только снится. Хорошо, раз мама так занимается. ЛФК, массаж, конечно, там для поддержания физического развития, чтобы хуже не стало. Им обязательно надо хотя бы раз в квартал что-то делать, потому что иначе спастика, иначе скрючивает. Наша задача – это чтобы вас узнавали. Наша задача, чтобы о вас знали. На самом деле вы делаете очень большое дело, потому что когда оказываешься в такой ситуации, самый там буквально, допустим, первый год, это действительно очень сложно, потому что, в обычной жизни с такими людьми ведь ты не сталкиваешься, и, в принципе, ты их не знаешь. Может быть, где-то там когда-то видел, и все. Мало того, что страшно за ребенка, ты не понимаешь, что делать и как вообще с этим дальше жить, еще и то, что ты получаешься закрыт в своей квартире, никого не знаешь, постепенно общение с прежним кругом все равно меняется, кто-то исчезает, опять же, не работаешь, и вот это все в 4 стенах, это на самом деле очень сложно. И то, что вы на самом деле показываете, рассказываете, это потом мы уже познакомились с другими мамами, выяснилось, что живут, и очень даже хорошо живут, и с этим тоже можно жить.
Конечно, стало легче, конечно, новые друзья, новое общение, новое все. Общение вообще очень важно, потому что, ну, и детям, особенно тем, кто с сохранным интеллектом, им тяжело вот в этом вакууме. Если хотя бы даже вот такие приходы для них на самом деле очень много значат. Потому что это новые люди, новая информация, новое общение, ну вообще хоть кто-то, что про них помнит, знает. И на самом деле это очень хорошо, и вы делаете большое дело. Ну, дай бог. Мы, знаете, еще что? Первое, конечно, это намерение, задача, это чтобы вас узнавали. И мы говорим про добрососедство, да? Ну, да. Мы говорим про добрососедство. То есть люди, которые буквально в вашем доме живут, может о вашем существовании и не знать. Поэтому те, которые смотрят эту передачу, они обязательно поймут, что это где-то рядом, а кто-то поймет что-то в этом доме, а кто-то может понять даже что-то в этом подъезде. Мы надеемся на обратную связь. То есть надеемся Конечно. на то, чтобы, да, они обратили внимание. Потому что, вот вы говорите, да, первое время было трудно, остались одна. Вот, через это, наверное, все проходят. наверное, но, знаете, еще есть такой как бы комплекс, то, что как бы кто-то, наоборот, скрывает людей, что вот у меня такая проблема есть. Мы, наоборот, хотим как-то это больше показывать. Когда мы говорим «без границ», это именно вот как раз про это. Не то, что без границ, где он пройти не может или что-то сделать не может, а без границ душевных, без границ каких-то чувственных. То есть не должна быть это скрыто. То есть это Божья милость, это Всевышний испытывает нас этим. Смотрит, как мы будем себя вести, как мы себя проявим, как мы на это отреагируем. Поэтому вот эта ноша, она, значит, ложится на наши плечи, не только на вас, да, не только на вас, но и на нас, на общество. И поэтому, обращая внимание на детишек, мы еще обращаем внимание на тех, кто рядом. 24/7 вы постоянно вместе со своим ребенком, да, то есть, и она только вас вот чувствует, только вас она воспринимает, вот. И получается, вы живете для нее. Но есть еще вы сами. Да. Надо еще жить для себя. Мы стараемся. Поэтому, да, какое будет у вас настроение, какое будет ваше здоровье, так и это будет, конечно, и настолько это будет полезно для девочки. Город маленький ведь. Ведь мы же можем, вот говорю, может быть, в этом доме только вот единственный вы, может быть. Неужели каждый есть еще? Ну вот, значит, будем знакомиться дальше. То есть мы должны выходить на улицу, мы должны общаться, мы должны гулять. Да, какие-то естественные, каждодневные, бытовые какие-то вопросы должны решать. Поэтому мы себе предлагаем, конечно же, как вот горячее питание мы говорим, да, каждый день, или раз в месяц какой-то продуктовый набор. Это мы только начинаем. Дай Бог, мы просим, чтобы вы тоже молились за нас. Мы будем молиться за вас, вы будете за нас, и Всевышний будет видеть, как мы такие испытания переносим. Счастье, мы знаем, оно какое счастье. Оно приходит через трудности. Ладно, какие планы на будущее у вас? О чем вы мечтаете? Какие-то, может, пожелания у вас есть? Ну, планы на лето, наверное, хотелось бы все-таки до моря доехать. В этом году у нас не получилось, так мы ездили каждый год. Серьезно? Ну как, на машине или как, самолетом? Самолетом. Хорошо. Вот, а так, ну, в связи с современными реалиями не получилось у нас в этом году. Жить. Это очень хорошо. Просто жить. Конечно. Да. То есть мы ставим себе цели выше и стараемся их достигать. Конечно. Да, очень хорошо. Какие-то острые вопросы, какие-то вот прямо вот, ну, которые нельзя отложить. Да вроде пока сейчас нет. Вы пока сами работаете, не работаете как-то Я на дому? на дому торты делаю, да. Я кондитер. Да? Очень интересно, надо взять на заметку. Поэтому, да, будем у вас, значит, одними из основными покупателями, дай Бог. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Ну, на самом деле, руки опускать нельзя. Ну, приспосабливаешься ко всему со временем. К любому, наверное, ребенку, даже самому тяжелому, все равно уже
приходит понимание, что да, и кроме нее есть еще и ты, и надо и не забывать про себя, и чем-то заниматься, ну, потому что это невыносимо. Просто в 4 стенах ничего не делать, поскольку возможности куда-то нет. Вот какое-то занятие себе все равно находим. Хорошо. А так вот бабушка приходит, может посидеть чуть-чуть, да, например, с Вероникой? Вы можете куда-то сходить, прийти, то есть, да? Ну, это хорошо. Вот благо у нас бабушки есть, да? И у бабушки тоже, значит, есть чем заняться. Но это бабушки, они не могут без дела никак. Это да. У нас бабушка работает еще. Ой, замечательно. Дай Бог здоровья бабушке, дай Бог здоровья близким тем, кто рядом. Да? То есть мы же стараемся быть ближе друг к другу, поэтому знаете, что у вас есть еще. Друзья появились новые, это мы, поэтому вы можете в любое время обращаться к нам. То есть стесняться не нужно. Мы будем стараться, чем сможем помочь. Ну, знаете, что вот, во-первых, молитва это самое, наверное, главное, да. Во-вторых, это какая-то, вот, может быть, такая морально-психологическая поддержка. Ну и в-третьих, как-то вот так в этом нашем красивом небольшом городе мы будем друг другу помогать, Алла Берса. Чтобы вы нашим горожанам какой-то, может быть, напутственное слово, может быть, какой-то совет, может быть, какой-то, значит, крик души, может быть, даже, да, то есть что-то сказали. Вот охота вам как-то обратиться, может быть. Наверное, быть добрее друг к другу, потому что и обращать внимание на тех, кто рядом, потому что действительно этого очень не хватает, и сейчас стало, конечно, этого меньше, пальцем уже никто не показывает, никто осуждающий не смотрит, но все равно еще есть. Спасибо тем, кто предлагает помощь. Будьте ближе друг к другу, наверное. Ну, вот не было у меня на глазах ни одного инвалида, грубо говоря. Потому что люди стеснялись и не показывали. В те времена вообще не показывали никогда никого. Мы как-то еще... Особенно, ну, сейчас, конечно, знаете, когда по 4, по 5 мамочек мы гуляем иногда вместе, и когда люди видят, конечно, там, особенно старшее поколение, они немножко так шарахаются все равно до сих пор от нас еще. Видимо, потому что, ну, вот эти старые стереотипы, что курящие, пьющие, нормальных таких детей не дают. Вот, что все равно они еще есть. И говорят даже так откровенно, иногда в глаза. Вот, но потихоньку все равно меняется. И все равно как-то от молодежи больше какой-то поддержки, больше внимания. Ну, дай Бог, общество будет меняться, мы будем показывать, что мы все разные, мы все разные, мы особенные, поэтому мы сегодня были в гостях у особенной девочки, да, у Вероники, поэтому у нее должны быть друзья, у нее должны быть подружки, да. Будем ближе друг к другу.